Кремль переводит стрелки. Вместо того, чтобы отвечать на неудобные вопросы, как и кто это допустил, назначает виновными и направляет ненависть в сторону всех, кто приехал в Россию из стран Центральной Азии. Вместо того, чтобы прежде всего признать очевидный факт. Источником террористической угрозы в огромной степени является авторитарный режим Эмомали Рахмона в Таджикистане. Журналисты из Таджикистана рассказывают «Медузе». На публикации о том, что за терактами в самом Таджикистане стоит ИГИЛ, режим Рахмона отвечает давлением и репрессиями. Есть пример. Когда в 2018 году ИГИЛ взял на себя ответственность за убийство группы туристов, нескольких граждан США, Нидерландов и Швейцарии, которые ехали через Таджикистан на велосипедах, власти Таджикистана настаивали тогда, что за терактом стоит не ИГИЛ, хотя он взял на себя ответственность, а политическая оппозиция, партия исламского возрождения Таджикистана и поддерживающая ее Иран. В январе лидер этой партии и оппозиционного национального альянса Таджикистана Мухиддин Кабири даже написал письмо предупреждения в Шанхайскую организацию сотрудничества. «Эй, обратите внимание на Рахмона». В результате его политики Вилаяту Хорасан все проще вербовать в свои ряды молодых таджиков. Через 2,5 месяца теракт в Москве. И сейчас Кабири говорит Дождю: было бы удивительно, если бы таджикская молодежь не пошла к ИГИЛ. Вы представьте себе, что 32 года уже одна семья управляет Таджикистаном, безработица, самая коррумпированная страна в регионе, самая бедная, самое репрессивное государство. Мы вошли в пятерку самых репрессивных государств за последний год. То есть 2 миллиона таджикистанцев работает в России, это в основном молодежь. Закрыты мечети, медресе, запрещено все религиозные обряды. И как в такой ситуации молодежь, которая не имеет перспективы, он не уходит в сторону радикализма. На последних президентских выборах Рахмон набрал 90% голосов, Путин – 87%. Прокуратура Таджикистана настаивает, прикрываясь брендом ИГИЛ. Теракты в стране совершают враги Рахмона и его режима. Москва настаивает, это Украина, а сказки про ИГИЛ для отвода глаз. Как говорится, может быть, в консерватории что-нибудь подправить?